Якутии за сутки выявлено 73 случая коронавируса, большинство заболевших в Якутске. Получить профессию горной промышленности в Хандыге. Начинается прием документов в горно-геологический техникум. День рождения Пушкина и День русского языка. Любители словесности от праздника из-за пандемии решили не отказываться. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В Якутии за сутки выявлено 73 случая коронавируса, 60 новых случаев COVID выявлено в Якутске, по 4 в Намском и Мирнинском районах, 3 в Мегино-Кангаласском, по 1 в Имиконском и Хангаласском районах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. За последние сутки 68 человек выздоровели от коронавируса, скончались 2 пациентов старше 65 лет с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями. Вот последние дни у нас вызывает опасения Мирнинский район, где есть две у нас ветви заражения. Первая – это несанкционированное празднование мусульманского праздника Урза-Байрам, после которого среди представителей выходцев из стран ближнего зарубежья отмечается достаточно большое количество людей заболевших. И буквально сегодня еще 4 человека в Мирнинском районе прибавилось из числа этой диаспоры. И у нас есть, к сожалению, заболевшие в детском саде, который там работает дежурный. И сейчас будут проводиться меры по забору анализов и у детей, и у работников детского сада, и по дальнейшей работе по локализации данного очага. Сказать, что у нас достаточно большое количество людей в тяжелом состоянии, их у нас 19, из них 5 на аппаратах ИВЛ, все они здесь находятся в городе Якутске. К сожалению, количество умерших от болезни достигло количества уже 14 человек, и в основном это люди старше 65 лет с большим количеством хронических заболеваний, и поэтому еще раз хочу обратить внимание жителей республики на то, что, конечно же, эта болезнь очень коварная и по старшему нашему поколению бьет очень серьезно, поэтому и старшее поколение нуждается в нашей поддержке. В Якутске дезинфицируют общественные пространства, скверы, детские площадки, дворы и остановки. В выходные санобработку начали в усиленном режиме. Работники жилкомсервиса при помощи опрыскивателей обрабатывают общественные места раствором 5% гипохлорита натрия. Концентрация безвредна для людей, животных и растений. Подобная обработка уже прошла в пригородных поселках Табага, пригородные Хатасы. Площадь обработанных территорий составляет 500 квадратных метров в каждом населенном пункте. В Якутске помимо междворовых территорий обработке подлежат парк культуры и отдыха, а также улицы, которые работники Якутдорстроя опрыскивают поливочными машинами. Сегодня у нас в городе работает 6 бригад, по 4 человека. Охвачен центр, центральный округ, Губинский округ. Сегодня мы обрабатываем тротуары многоквартирных домов, детские площадки, остановочные комплексы и скверы. Обработка осуществляется ранцевыми распылителями, то есть вручную, и 2 препаратами Посейдон. Обработка, о которой я сейчас рассказала, она производится в рамках заказа МКУ СГХ в интересах горожан, то есть для горожан она абсолютно бесплатна. Да, действительно, если есть такая необходимость, вы можете обратиться в МУП жилкомсервис, и мы обработаем общественное пространство или иные территории, которые вы сочтете нужными. Первое российское лекарство от коронавируса с 11 июня будет доступно для лечения больных по ОМС. Об успешном создании препарата Авифавир президенту сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Напомню, на прошлой неделе препарат был зарегистрирован Минздравом. Кирилл Дмитриев рассказал, что препарат был разработан в Японии для лечения гриппа, а в России его немного модифицировали. Также докладчик объявил о создании совместного предприятия по производству антител к вирусу на основе плазмы.
На территории Якутии установлен особый противопожарный режим распоряжением главы Якутии Айсена Николаева. В связи с сухой, жаркой и ветреной погодой в целях недопущения массового возникновения лесных пожаров. С 5 по 30 июня запрещается разведение костров, выжигание сухой травы, сжигание порубочных и горючих материалов на территории лесного фонда и землях иного назначения. В период действия особого противопожарного режима МЧС, МВД и экологи будут выявлять и привлекать к ответственности лиц, виновных в возникновении пожаров. Укусы клещей на себе почувствовали 19 жителей Ленска, из них 7 детей. С каждым днем риск встретить кровососущее животное растет вместе с уличной температурой. Так что медики рекомендуют обезопасить себя. Как, расскажет Роман Токмаков. Незаметные, маленькие и очень опасные. Клещи, даже когда впились в кожу, заметны не сразу. Поэтому большинство родителей и учат детей сразу же осматривать свое тело после прогулок по лесу. Правда, если насекомое переносчик энцефалита, может быть поздно. Заболевание вызывает воспаление мозга. В Ленском районе сезон клещей уже начался. Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что популяция насекомых растет с каждым годом. Экологи связывают это с потеплением и общим изменением климата. Встретить клещей можно не только в лесу, они оккупируют и прибрежные зоны. В общем, спрятаться от них все сложнее. В этой ситуации главное знать, что надо делать после укуса маленького вампира. 16-летнего Витю Никонова клещ укусил, когда тот отдыхал на берегу Лены с семьей. Первую помощь мальчику оказали родители. Раз после того, как он укусил, я через пару часов это обнаружил. И мой папа выкрутил клеща, обвязав его голову ниткой против часовой стрелки. Клеща мы взяли, положили в пробирку, чтобы сдать на следующее исследование. Через день я уже приехал в Ленск и обратился в приемный покой. Там мне сделали инъекцию иммуноглобулина, и подсказали, где можно отправить клеща на обследование. Через неделю пришел ответ из Якутска. К счастью, клещ не являлся переносчиком заболевания. Но лучше быть заблаговременно готовым к встрече с этим насекомым и привиться. Такая возможность есть в Центральной районной больнице. Против клещевого энцефалита мы начали вакцинировать еще в прошлом году. У нас уже провакцинировано более 150 детей. И сейчас у нас с сегодняшнего числа началась в районе экстренная ревакцинация по клещевому энцефалиту. Заболеваний этой инфекции в районе пока не зафиксировано. Однако врачи настоятельно рекомендуют привиться и снизить все имеющиеся риски. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Хандыге начинается прием документов в горно-геологический техникум, который готовит специалистов для геологии и горной промышленности. В новом учебном году будет открыт набор по 7 специальностям на базе 9 и 11 классов. Подробности у Марии Винокуровой. Вот на примере стоит щековая дробилка. Тут первый этап обогащения происходит. Это дробление, измельчение. Ознакомиться с будущей профессией, не выходя из дома, можно на онлайн-экскурсиях, которые проводят преподаватели спецдисциплин и мастера техникума. С конца мая на сайте, в социальных сетях горно-геологического техникума стартовал проект по набору студентов. Мы работаем через социальные сети, через издание «Учеба в Якутии», через Инстаграм ведется работа, через YouTube. Выпустили 6 видеороликов, 6 прямых таких эфиров было через Инстаграм. Прием документов начинается с 15 июня и продолжится до 25 августа. Выпускники 11 класса имеют возможность обучиться таким востребованным профессиям, как горный техник-маркшейдер, техник-геолог, обогатитель полезных ископаемых. Выпускников 9 класса техникум приглашает получить рабочие специальности – мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля, сварщик. Также техникум впервые вводит сетевое обучение для новой специальности – открытые горные работы. На первом курсе студенты будут обучаться на базе Якутского промышленного техникума. В этом году горно-геологический техникум выпускает 62 будущих специалистов рабочих профессий и примет 150 новых студентов. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.
Якутии стартовал мобильный избиратель. Любой гражданин России, где бы он ни находился, сможет проголосовать на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на удобном для него участке для голосования вне зависимости от места своей регистрации. Подать заявление о включении в такой список по месту нахождения можно будет с 5 по 21 июня в электронном виде на портале Госуслуги или в любом многофункциональном центре «Мои документы», а также в любой территориальной избирательной комиссии. Глава региона Исан Николаев поздравил якутян с Днем русского языка. Дата 6 июня выбрана не случайно. Именно в этот день родился великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин. В этот знаменательный день мы отдаем дань памяти и уважения основоположнику русского литературного языка. Глава республики призвал беречь великий русский язык и пожелал всем счастья, здоровья, мира и добра, успехов в совершенствовании языковой культуры и новых познаний. Торжественные мероприятия проходят по всему миру. Понятно, что в новых условиях эпидемии коронавируса массовые мероприятия запрещены, но любители словесности от праздника решили не отказываться. Как проходит День русского языка, узнаем у Максима Кардозу. Переносом праздников в онлайн уже никого не удивишь. И День русского языка во всем мире отмечают виртуально и дистанционно. Проводятся культурные марафоны, чтения, выставки. Своя и довольно обширная программа стартовала и в Якутии. Например, Национальная библиотека представила выставку «Здравствуй, племя молодое, незнакомое», которая посвящена переводам произведений Александра Сергеевича Пушкина на якутский язык. А русский драмтеатр презентует на телеканале НВК «Саха» свой спектакль «Сказка о царе Салтане». На филфаке Северо-Восточного госуниверситета тоже решили не отставать от последних тенденций. Традиционные очные мероприятия они перенесли в онлайн. В конце мая были запущены сразу 3 флешмоба в соцсетях. Во-первых, это виртуальная гостиная «Как сердцу высказать себя», где каждый мог прочитать любимое стихотворение Пушкина. И сейчас, перейдя на страницу Instagram кафедры ПиарСЛФУ, вы можете насладиться прекрасным душевным чтением и великолепным поэтическим вкусом наших участников. Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то мне дана, иль судьбою тайной ты на казнь обречена. Запущен и марафон «Пушкин о любви». В соцсетях нужно было опубликовать 3 цитаты великого поэта о любви из любых произведений. Любви в любых ее проявлениях, и к женщине, и к родине, и к природе, и даже к животным, пожалуйста, к времени года. Вы знаете, Пушкин любил зиму и почему-то не любил лето. Вот, и эти 3 цитаты также выкладываются на своей страничке с хэштегом «Пушкин о любви». 3-й проект был посвящен творчеству Иосифа Бродского под названием «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Сегодня эти слова великого русского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе, как никогда актуальны. Причем многие люди по всему миру поняли, что самоизоляция – это не помеха для творчества и развития. И сотни наших земляков со всей республики прекрасно это доказали, участвуя в конкурсах и флешмобах, посвященных Дню русского языка. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва, Якутск. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.